Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто скоро объявится? Да? Кто скоро появится? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, просто загадайте на себя. Так и спросите, кто скоро объявится, кто в жизни появится. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, все кровью тоже сейчас крытой тайной нужно услышать и узнать. Так, интересно. Здесь какой-то мужчина уже практически проявился, очень близко к вам подобрался. Мужчина в сегодняшнем дне как будто бы круги вокруг вас наворачивает. Страшно попасться вам на глаза, не знает, какой будет ваша реакция, но с другой стороны, вы для него цель номер один. Это мужчина из вашего прошлого. Этого мужчину вы знаете как облупленного. И этот мужчина перед вами очень сильно виноват, провинился перед вами. Почему-то ему кажется, что с санной тряпкой его встретите. Может быть, он и прав, может быть, и не кажется. Именно так вы его и встретите. Да, совесть нечиста, рыльца в пушку, но именно вы для него цель. Именно к вам он пришел, вернее, не к вам, он пришел за вами, девочки. Знаете, как он показывает? Говорит, был поворот не туда, и вот как по глупости, по дурости, ключ от вашего сердца потерял. Но это может быть и действительно любовь, и доверие, поворот не туда. Ну, измена, скорее всего. Измена, либо в какой-то момент, да, может быть, вы перед выбором поставили. Ну, либо пьешь, либо со мной живешь. Либо ты работаешь и со мной живешь, либо иди куда хочешь. Либо ты мне правду говоришь, и у нас все хорошо, либо мы попрощаемся. Ну, очень похоже, кстати, на измену. Опять же, тут и предательством что-то попахивает. Говорит, не туда свернул. Какой скромный. Не хочется таки до конца правду говорить. Ладно, вы все разные, у каждого могло быть по-своему. Он считает, что это была какая-то досадная ошибка. Типа, я плохого не хотел, там бес попутал, все случайно произошло. Я как был напуган, не виноват. И я так понимаю, что какое-то время между вами прошло. То есть он без вас пожил. Пожил достаточно долго. Говорит о том, что без вас он страдал, что ему было плохо, что кто-то с него веревки вил, кто-то над ним прям издевался. И он говорит, я жертва обстоятельств. Я случайно свернул не туда, и вот как будто бы все в жизни потерял. Очень хочется пожаловаться на свою тяжелую жизнь, как он, бедняжечка, жил и тужил по вам, как вот прям понял, что вы женщина всей его жизни. И вот как с вами ни с кем так хорошо не было, никто так о нем не заботился, никто так его не любил, никто так не голубил, никто так, как вы, за ним не ухаживал. И вот хочется прям пожаловаться, прям на грудь вашу припасть и пожаловаться, чтобы вы пожалели, чтобы как раньше прижали к себе, поцеловали, нежность свою проявили. Но, извините, задним местом чувствует, что такого приема точно не будет. После его поступка, после того, как ключ к вашему сердцу потерял, ну, либо к вашему доверию, что больше таких проявлений нежности с вашей стороны не будет. Но все равно, девочки, он попытается. Он здесь пытается какую-то коалицию собрать. Знаете, как этих заступников собрать. Даже среди ваших родственников, среди ваших подруг он будет искать себе соратников. Ну, чтобы вот замолвили словечко о нем, чтобы вас переубедили, что он все-таки хороший, ну, что один раз оступился,
не стоит на нем крест ставить. То есть, да, он тут уже людей вовсю подговаривает. А поскольку он человечек такой ушлый, да, умеет притворяться, многие ему верят. Многие верят, что он действительно жертва обстоятельств. Но мы-то с вами правду знаем. Да? Видно, он не раз уже налево сворачивал, да, не туда сворачивал. Вы, скорее всего, долго терпели, но вот последний, крайний, да, раз он был прям совсем какой-то перебор, да, зашкаливало. И только так вы с ним попрощались. Вам было жаль потраченного времени на него, и вижу, что вы его по-настоящему любили. Очень болезненно это все для вас произошло. Вы долго себя собирали в кучку, долго пытались научиться жить без него. Одна долго были. Вообще думали, что он ушел и жизнь закончилась. Но как время прошло, время полечило, хотя вы его не забыли. Вот эти раны, которые он вам оставил, они еще достаточно свежие, да, свежие. Они затягиваются очень медленно. И вот он опять появляется. Ждите бывшего, девочки, что я могу сказать? Именно бывшего, именно того, кто прям больно сделал. Больно, нагло, подло с вами как-то поступил. Мало того, готовьтесь к тому, что ваши знакомые, ваши близкие будут его защищать. То есть он уже их обманул, он уже им там глаза запудрил и себя выдал за жертву обстоятельств, как я говорила. То есть прям все будут на вас так смотреть, говорят: ты что, не в своем уме, он же хороший, ошибся, что теперь? Да, вот в таком ключе. И вам придется это все выдержать. Я не вижу, что вы готовы его простить, хотя вам будет приятно, что он появится. Вам будет приятно видеть его вот таким вот просящим о вашей милости, о вашем внимании. То есть, как говорят, жареный петух в попу клюнул, да, и вот прибежал, он к вам вернулся, он прибежал за вами. Вот дошло наконец-таки. Конечно, поздно дошло, но тем не менее дошло. С одной стороны, у вас триумф идет, а с другой стороны, дополнительная головная боль. Потому что он идет очень липким, он будет за вами ходить, он будет вас донимать, он будет умолять, выпрашивать, вымаливать, чтобы вы его простили. Ему главное опять внедриться к вам, внедриться в вашу жизнь. Вот. Поменялся ли он? Да, он поменялся, он стал более умный, более изворотливый, более хитрый. Вот так он поменялся. Вас это устраивает? Думаю, нет. Да вы и сами все поймете. Сами все поймете. Глаза тем же блеском горят, как и раньше было. И человек просто, обточил свою грани мастерства в лукавстве, в обмане, в подлоге. Вот бывший у вас на пороге, девочки. Смотрите, если вы согласитесь на его предложение вернуться обратно в прошлое, да, либо дать ему еще один шанс, какое-то время он продержится, может быть, и полгода продержится, может, год, может, 1,5 года, да, вот какое-то время он продержится, будет такой мальчик-паинька, будет стараться, но потом опять сорвется. Такой вот он человек. Мне идет, что он немножко порченный у вас. Здесь может быть какой-то старинный приворот, да, старый приворот, который в молодые годы кто-то ему сделал. А может быть, у них какая-то родовая травма, да, родовой долг, и мужики вот такие, неадекватные, скажем так, именно в его семье, в роду. Вот. Не вижу ничего хорошего с ним. И для вас вот этот шаг в прошлое, шаг назад, он губительно идет. Явно не рекомендуется. Да, вы можете с ним общаться, но опять в отношения с ним заходить, оно того не стоит. По крайней мере, он в сегодняшнем дне, когда он появится перед вами, он не готов, он еще не поменялся. Он просто стал мудрее, хитрее и ловчее. Вот, это еще не поменялся. Еще так жизнь его не прижала, чтобы ему пришлось поменяться, либо захотелось поменяться. Он сейчас ищет теплое место. А теплое место только рядом с вами. С такой прекрасной, идеальной женщиной. А вы достойны лучшего. Вот так мне идет. Конечно, ваше дело, вам решать, вам выбирать. Но это мужчина из прошлого. Хитрым лисом опять будет лезть к вам в вашу жизнь. Так, еще кто объявится? Еще вижу одного человека. Но здесь очень похоже на случайное знакомство очень серьезными последствиями для того, с кем вы познакомились. Понятно, что вы все разные и знакомились вы с разными людьми. Здесь мужчина, который носит очки.
очки постоянно носит. Да, это либо очки для зрения, либо это солнцезащитные очки, но он постоянно вот их носит, с ними не разлучается. Либо именно в вашей памяти остался его образ именно в очках. Вот как-то так вы его запомнили, что он в очках. И вот здесь он тоже свои очки показал. Он говорит, это я, тот, кто очки носит, очкарик, это я. Здесь какое-то знакомство случайно, либо какое-то курортное знакомство. Может быть, где-то случайно познакомились. Этот мужчина особого впечатления на вас не произвел. А вот он в вас прям как-то влюбился и влюбился с первого взгляда. Ни к одной другой женщине он не испытывал того, что испытал к вам. Его как бы молния ударила. И он такой, что это? Что со мной случилось? Да, молния ударила. Здесь и возбуждение, и восторг, и даже какой-то экстаз он испытал, когда вас увидел впервые. Смотрите, показано, что этот мужчина вас долго искал. То ли вы ему контакты свои не оставили, то ли вы как-то там, может, ошиблись в контактах, там номер телефона не так записал, может, еще что-то произошло, может быть, он все правильно записал, но телефон потерял, да, такое тоже бывает. Там украли, например, телефон. И вот он очень долго это все вот кропотливо восстанавливал, долго вас искал, может, даже через знакомых искал. Вы даже частного детектива нанимал, но вот он вас искал. Искал, и он появится. Появится как-то вот случайно. Случайно, вот типа мы случайно встретились. И он такой, о, это же вы помните, тра-та-та, да, и прям начнет вам рассказывать. Ну, честно сказать, мужчина неплохой. Вот прям неплохой, но он такой средненький, понимаете? Плюс-минус средненький. Здесь у него и потенциал хороший. Как говорится, ему бы женщину хорошую, многого сможет добиться. Спокойный, покладистый, умиротворенный, не скандальный. Не вижу тут каких-то особых вредных привычек, которые могли бы перечеркнуть там семейную жизнь. Ничего плохого не вижу. Но он вас не торкает, понимаете? Вы к нему абсолютно вот равнодушны. Вы на него смотрите и видите просто перед собой бесполого человека. То есть никаких вот реакций у вас на него не идет. И вижу, что у кого-то отыграется, что вы даже попробуете с ним пообщаться, там, сходить на свидание. Но вот поймете, что он для вас просто друг, да, либо просто знакомое лицо. Вот ничего не хочу с ним. Да, приятный мужчина, да, симпатичный, да, интересный, да, не скучный, да, веселый. Ну, а дальше-то что? Дальше что? Вот не испытываю, ни искры нету, ничего нету. Вот в таком ключе информация. Хотя, девочки, если вдруг есть хоть такая маленькая полуискорка, я вам настоятельно этого мужчину рекомендую. Представляете, какую он работу колоссальную провел для того, чтобы вас найти. В нашей последней встрече ни на один день он вас не забывал. Он все время о вас думал. Какой день? Он даже ни на час вас не забывал. Вы ему снились. Он постоянно о вас мечтал. Он вас искал. Он вас нашел. Он пришел, как ни в чем не бывало. Вот это играл перед вами, что это случайная встреча. На самом деле у него прям там все трястись будет, когда он вас увидит. Еле-еле себя в руках будет держать. С таким мужчиной, конечно, да, не пропадешь. Но если искры нет, если чувства нет, то насильно мил не будешь. Да, вы сильно заскучаете с ним, и такая пресная жизнь никакой радости не принесет, никакого удовольствия, и это больше будет похоже на муку. Вот. Вы ему тогда честно все скажите, объясните, что давай дружить, потому что нет у меня к тебе чувств, что я могу поделать. Вот, не мучьте его. Мужчина, он хороший. И опять же, отдайте должное, что он так долго вас искал. И, кстати, у кого-то еще отыграется, что много денег потратил на ваши поиски. Вот как-то так мне идет. А если мужчина вам приятен, и вы чувствуете, что да, могут появиться чувства, то, конечно же, очень хороший вариант. Мужчина точно неплохой. Вас он 100% не обидит. Дальше. Здесь образ женщины. Женщина, с которой вы очень давно не виделись. Женщина, сразу говорю, хвастливая. Она любит хвастаться, она любит там про себя рассказывать, что я такая, жду трамвая, у меня там то, 5-е, 10-е, бренды, люксы, отдых, да, все у меня есть. Вы давно с ней не виделись, а она прям очень хотела вас увидеть, ей очень захотелось чем-то похвастаться. Либо она прям собирала все свои яркие моменты, чтобы перед вами похвастаться. Хвастунишка, женщина-хвастунишка. То ли в школе вы с ней дружили, то ли в институте, то ли, может быть, на какой-то работе, может, по соседству жили. Но вот вижу, что вас дружба связывала. Давно вы не виделись, либо давно вас судьба развела.
И вот она опять появится. Появится со своим этим хвастовством, оденет, знаете, как самые лучшие, там, дорогие, красивые наряды на встречу с вами. Будет вся светиться, как новогодняя елка. Вот, и будет опять хвастаться. У вас будет очень кислое выражение лица. Вы скажете: блин, лучше бы я тебя не видела. Очень хвастливая, очень. Я не могу сказать, что она плохой человек, но вот у нее есть такая потребность. Да? Любит она хвастаться, ничего с тобой поделать не может. Такая встреча вас ждет. Она прям тоже будет напрашиваться на встречу, либо так будет бить на воспоминания. Ты же помнишь, мы же там с тобой давно не виделись, давай встретимся. Такой у вас встреча, разговорчик состоится. А потом вижу, что вы будете ее избегать. Избегать, потому что вам неприятно. Вам интересны другие темы. Вам не интересно, кто с кем спит, либо кто где был, у кого какие там наряды, украшения. Вообще вам это не интересно. Вы мыслите другими категориями. Вы в людях цените, да? Не вот это внешнее проявление, а внутреннее. То есть вы разные. В очередной раз убедитесь, да, что между вами прям пропасть, провал. И никак его нельзя ни сократить, ни перейти, ни обойти. Да, такое, знаете, общение, как говорится, в пустоту. И еще, мои хорошие, слева я вижу, что вы какого-то человека хотите увидеть. Думаете о каком-то человеке, на него загадываете. Вам хочется встретиться, пообщаться. Вот хотя бы хоть какую-то весточку получить. В ближайшее время это невозможно. На то есть очень серьезные и объективные причины. Но что конкретно не могу сказать, потому что вы все слишком разные. Его филин закрывает этого человека. Между вами филин находится. Здесь либо какая-то тайна, либо какой-то тайный замысел судьбы. То есть не время вам встретиться, не время вам пообщаться. И даже если вы будете попытки делать встретиться, ничем это не закончится. И также если человек будет делать такие попытки, тоже не получится ни увидеться, ни встретиться, ни пообщаться. Здесь замысел судьбы, либо чья-то злая воля, которая друг от друга вас закрывает. Я понимаю, что вы очень хотите увидеться, и тот человек тоже хочет вас видеть, но пока это невозможно. Пока в ближайшее обозримое будущее это невозможно. Но встреча ваша, она точно будет. Здесь какой-то праздник идет, какое-то празднование. Может быть, там день рождения у вас, либо у него, либо какой-то городской праздник, государственный праздник. Вот тогда вы встретитесь. Сейчас нет. Вот четко показали нет. Хотя вы о нем думаете, мечтаете, на него загадываете. И он о вас думает, мечтает, загадывает. У вас очень сильная эмпатическая связь. Вы друг друга чувствуете. Но встретиться пока не можете. Филин закрыл. Вот так не идет. Не расстраивайтесь, всему свое время. С этим человеком, с тем, кто в вашей голове, в вашем сердце, вы точно еще встретитесь и поговорите, и все еще будет. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.